США раздувают войну на Ближнем Востоке. Сирийский фактор. Как он может отразиться на имидже Кыргызстана и к каким последствиям привести? Афера века на Кумторе продолжается. Иногда полезно перезагружать мышление, посмотреть на происходящие в стране процессы со стороны и даже поспорить об этом. Сегодняшним выпуском мы открываем новый телепроект, когда нам изо дня в день навязывают ложные представления о ситуации в стране, все мы могли бы отличить белое от черного и наоборот. То есть у ситуации, явления по логике есть как минимум два варианта развития. Поэтому и делиться со зрителем выводами мы будем вот в таком составе. Кирилл Степанюк и Иркин Алымбеков. Добрый вечер, и мы начинаем. От международной жандармерии к международному терроризму. Аукнутся ли ЦТП Манас дела сирийские? На территории Киргизии находятся достаточно интересные американские военные объекты. Очередное золотое шоу. Эксперты уверены, народ Кыргызстана довольствуется новой комедией в постановке правительства и Центеры. Потому что там за один день же тоже не придумаешь схему. Там же все хотят быть при доле. Вседозволенность на дорогах. Кто такой Мелис Байке, покровительствующий девицам, гоняющим по Бишкеку? Езжайте давай, пока Мелис Байке не позвонила. Общественность сама назвала имя покровителя, скрывающееся за черным плащом. Безусловно, главным паркетным событием недели стали переговоры лидеров ШОС. Было ли это содержательно и интересно? Если об этом спросить у автолюбителей в Бишкеке, вряд ли. Парализованные дороги мало кому подняли настроение. Кирилл, если серьезно, как считаешь, на подобных саммитах как много было подписано важных документов? Столько, что если бы все это было реализовано, уже давно наступило бы благоденствие. А я думаю, что роль некоего сдерживающего фактора в противовес прозападным коалициям организация все же играет, хотя бы само то, что ШОС существует. Может быть, однако нередко у отдельных участников таких саммитов хорошо получается лишь улыбаться, смотреть преданно в глаза друг другу, клясться в верности и еще вовремя поддакивать. Тем не менее, на встрече глав государств ШОС в Бишкеке лидеры сделали несколько важных заявлений, в том числе затронута ситуация на Ближнем Востоке. Сирийскую проблематику сейчас никак не обойти. Большое международное значение имеет принятая нами итоговая декларация. В ней закреплены согласованные принципиальные подходы и оценки в отношении ситуации в мире, в том числе по наиболее острым вопросам. Казахстан выражает крайнюю озабоченность в связи с сообщениями о применении химического оружия в Сирии. Убежден, что еще не исчерпали все возможности для дипломатического решения. В связи с этим мы поддерживаем инициативу Российской Федерации о передаче сирийского химического оружия под международный контроль, присоединении Сирии к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и уничтожения. Считаем, что это является выходом из положения, и если это все произойдет мирным путем, будет выиграть весь мир. В центре внимания сейчас, коллеги уже об этом говорили, Сирия. Считаем недопустимым любое военное вмешательство в эту страну извне, без санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Предпринятые в последнее время дипломатические усилия позволили снизить непосредственную угрозу военной операции. Большое значение в этом контексте имеет продвижение инициативы об установлении международного контроля над химическим оружием в Сирии. Итак, Сирия. Клубок геополитических проблем сейчас завязался вокруг этого в недалеком прошлом достаточно благополучного и самодостаточного государства. 2 года в этой стране идет гражданская война, причем в основе ее лежит до боли знакомый цветной сценарий. Однако Сирия оказалась твердым орешком, и теперь демократические преобразования в этой стране продолжают боевики Аль-Каиды. Неужели США действительно связались с террористами, чтобы посеять войну на Ближнем Востоке? Не просто войну, а масштабную, в которую может быть втянуто не менее десятка стран. А имеют ли право американцы учить весь мир жить по своим понятиям? Так учат же и бряцая оружием, насаждают всему миру свои сомнительные демократические ценности. О ситуации вокруг Сирии, о том, как эти события могут затронуть Кыргызстан, наш следующий репортаж.
Взявшие на себя роль мирового жандарма Соединенные Штаты упорно грозятся перевоспитать правительство Сирии, пообещав сбросить бомбы на страну, в которой по сценарию, очень похожему на цветной переворот, была развязана гражданская война. Так кого же собрался бомбить Обама? Уж явно не позиции боевиков Аль-Каиды в прифронтовой полосе. Похоже, все наоборот. Нанеся удары по позициям сирийской армии, уничтожив объекты военной инфраструктуры, террористам откроют дорогу в большие города, где они вместо режима Асада, видимо, будут устанавливать новую демократическую власть. Тщательно все обдумав, я пришел к выводу, что США должны начать военные действия против режима сирийского правительства. Кто применил в Сирии химическое оружие, что и преподносится США как повод для нанесения ударов, до сих пор не установлено. Комиссия ООН, получившая документы, указывающие на то, что нервно-паралитический газ применяли боевики, так и не огласила внятных результатов. Соединенные Штаты же, несмотря на протесты своих граждан, большая часть которых против вторжения в Сирию, виновных уже, похоже, назначили. И Барак Обама до поры до времени всем своим видом демонстрировал, что его праведный гнев уже никто не сможет сдержать. Ни Совет Безопасности ООН, ни другие страны, которые категорически против бомбардировок и нанесения ракетных ударов по Сирии. Между тем, последствия развязывания новой войны на Ближнем Востоке представляются весьма печальными. Можно ожидать, что вспыхнет крупномасштабный конфликт на всем Ближнем Востоке. Вопрос в том, выступит ли на стороне Сирии Россия или нет, он остается открытым. Потому что благодаря беззубости России в Ливии был уничтожен Муаммар Каддафи. Иран уже заявил, что в случае агрессии против Сирии вступит в войну и нанесет ответные удары по территории Израиля, верного союзника США на Ближнем Востоке. А до этого, когда американцы уже пытались играть на нервах Исламской Республики, грозя войной из-за развития атомной промышленности, Тегеран дал недвусмысленно понять, что в ответ ударит по всем военным объектам США, находящимся в пределах досягаемости их ракет. В этой связи мишенью становится и база Манас, с которой Кыргызстан так заигрался, что уже и непонятно, удастся ли от нее вообще когда-нибудь избавиться. Что же касается самой авиабазы, то Соединенные Штаты, они имеют многолетний опыт борьбы с международным терроризмом, и она достаточно неплохо укреплена, и система безопасности там работает достаточно эффективно. Но в данном случае речь идет не о самой авиабазе, а о безопасности Кыргызстана. Поэтому здесь нужны серьезнейшие консультации, и во внешней политике бесконечно лгать нельзя. Да и кто сейчас может запретить США использовать базу Манас в операции против Сирии, если Соединенные Штаты решили бомбить независимое государство безо всякого решения ООН? Кто вообще сейчас может контролировать деятельность американского военного объекта в Кыргызстане, имеющего дипломатический статус, где за 10 с лишним лет не было ни одной комиссии? А войну против Сирии Америка готова развязать, не предъявив миру убедительных доказательств военных преступлений Башара Асада. Тот факт, что президент Обама решил созвать Конгресс, может быть сигналом, что он ищет способ не начинать войну в Сирии, не признаваясь при этом, что он слишком слаб, чтобы ее вести. Конечно, в конце концов он может начать эту войну, но тогда это точно будет региональная война. Она может быть и мировая, а он этого не хочет. И я думаю, сейчас важнее всего помочь США найти дверь, чтобы выйти. США больны и слабы. Великой империи на века больше нет, поэтому им надо просто помочь выйти вон, не создавая проблем. В ответ на бряцание оружием со стороны Вашингтона министр обороны Сирии дал понять, что его страна не намерена придерживаться оборонительной стратегии, и его спецподразделения готовы к проведению операции на территории Соединенных Штатов. Он рассказал о переправленных в Америку под видом туристов сотнях сотрудников спецподразделений, готовых к проведению акций в наиболее густонаселенных штатах. В случае нападения на Сирию диверсионные группы от 3 до 7 человек атакуют транспортные развязки, электростанции, железные дороги, нефтяные и газовые терминалы и военные базы. Как сообщил источник в сирийском военном командовании, решение принято исходя из опыта в Югославии, Ираке и Ливии, где отражение агрессии заключалось в сугубо оборонительной стратегии, что заранее обрекло эти страны на поражение. Войну в обороне не выигрывают. Возможно, именно это заявление несколько охладило наступательный пыл США. После этого глава Госдепа Керри заговорил о возможном отказе от удара по Сирии, если Асад передаст под международный контроль все имеющееся у него химическое оружие. В процесс тут же включилась Москва, уговорив Дамаск избавиться от лишней обузы. Тем более, что к этому времени эксперты уже представили ООН факты того,
что фото и видео жертв химической атаки в пригороде Дамаска были сфабрикованы. Обама был вынужден отступить. Но опять администрация США делает это как-то нелепо. План нападения на Сирию приостановлен, но только на неопределенный срок. Кому нужна эта война, кроме Барака Обамы и отдельных политиков, выразивших ему поддержку? Ах да, конечно, ударов по армии Сирии ждут не дождутся боевики Аль-Каиды, чтобы расправиться с Асадом так же, как с полковником Каддафи. Поистине, от международной жандармерии до международного терроризма один шаг. Граждане Америки, Великобритании, Франции, Германии, как показывают социологические опросы, выступают против вторжения в Сирию. Ну вы же Америку знаете, вот они, если куда-то влезли, просто так не уйдут. Я не считаю, что это правильное решение Обамы. У каждой страны свои внутренние проблемы, они сами должны решить. Я хочу, чтобы американская власть вышла отсюда вообще, что в мире покоя жить. Пора этих американцев поставить на свое место. Живут в этой Америке и пусть живут спокойно. Да навряд ли, вы знаете, навряд. Сейчас же уже договариваются, что химоружие будет под контролем мира. Так что навряд ли будет война. Нормально будет все. Оптимизм надо. Нормальные люди понимают, что война в Сирии ничего хорошего точно не принесет. В условиях, когда мировое сообщество раскололось по сирийскому вопросу, Кыргызстану в лучшем случае опять придется оправдываться за пресловутую многовекторность перед ШОС и ОДКБ. Хотя, как показывает практика, доморощенных политиков это совсем не пугает. Разговор о Сирии мы продолжим в студии. С нами на связь вышел политолог Александр Князев, который сейчас находится в Алма-Аты. Здравствуйте, Александр Алексеевич. И скажите, пожалуйста, надолго ли США отказались от удара по Сирии и можно ли утверждать, что конфликт пошел на спад? Военного сценария до конца исключать нельзя. Я думаю, что вот война в Сирии, она в этом смысле является, вернее, случись война в Сирии, она будет являться знаковой, на мой взгляд, и станет началом мировой войны, по большому счету, поскольку между Сирией и Ираном существуют договорные союзнические отношения, и Иран просто автоматически включается в войну. Вот. Но если Иран полноценно вступит в войну, я думаю, что наверняка Иран подключит те резервы, которые у него есть за пределами собственной территории. Эти резервы – это шиитские общины в таких странах, как Афганистан, Ирак, Бахрейн, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, ну и некоторые другие. То есть вот этот ресурс в виде джихада против Запада будет иранцами включен. И заполыхает огромный регион. А может быть, Америка сместит акценты и попытается обострить ситуацию более глобально? Наверняка они будут искать в ходе этой войны какие-то плацдармы для создания вторых или третьих фронтов. И таким плацдармом может оказаться, на мой взгляд, что очень нежелательно, Азербайджан на севере Ирана. А это будет означать войну на Каспийском море и так или иначе вовлечение в конфликт всех каспийских стран, включая Россию и Казахстан. Естественно, что участие в конфликте Казахстана, оно повлечет за собой и другие соседние страны, включая и Киргизию. Тем более, что на территории Киргизии находятся достаточно интересные американские военные объекты в виде, например, авиабазы в аэропорту Манас, ну и тоже посольство, американский университет, ряд других учреждений. Спасибо. А я напомню, что с нами на связи из Алматы был политолог Александр Князев. Золотое шоу или афера века продолжается. Эркин, о чем это можно уточнить? И о том, что правительство разыграло представление с Кумтором для отвода глаз народа. В этом уверены эксперты. Иначе какой смысл открывать совместное предприятие с теми, в честности которых ты сомневаешься? О нечистоплотности партнеров говорит хотя бы создание кыргызской стороной госкомиссии по прозрачности деятельности Кумтора и угрозы аннулировать договор в одностороннем порядке. Если же государственные мужи убедились в своей неправоте и канадские разработчики месторождения трудились вполне прозрачно и честно, неужели в таком случае иностранцы не заслуживают хотя бы публичных извинений? Если мы с вами этого не увидели, получается, либо чиновники у нас невоспитанные, либо кумторовцы не беспорочные, хотя одно другого не исключает. В общем, скорее всего, по итогам долгих переговоров Кыргызстан продолжает сотрудничать с Центерой на паритетных условиях 50 на 50. Ну а лучше ли станет от этого? Ведь долевое участие в проекте подразумевает и то, что расходы будут делиться пополам. Ну а кто нам с вами доказал, что канадцы работали все эти годы честно и не завышали искусственно расходы? Взять хотя бы шахту, надобность в которой почему-то отпала. На нее канадцы потратили $170 миллионов.
Если сравнивать цены с достаточно дорогим строительством метро в Москве, получается, что вырыть шахту на Кумторе длиной в 400 метров оказалось почти в 2 раза дороже, чем проложить такой же по длине тоннель подземки в мегаполисе. А если сравнивать Кумторовскую шахту с метро в Сеуле, то канадцы тратили на строительство в 10 раз больше. Во времена СССР на южном берегу Иссык-Куля геологи нашли залежи золота. Запасы оценивались в 730 тонн. К разработке месторождения приступить в советские времена не успели. А с обретением суверенитета выяснилось, что Кыргызстан не может самостоятельно добывать золото. Нет ни техники, ни опыта. Тогда президент республики Оскар Акаев приглашает в страну авторитетного инвестора – канадскую компанию Камека. Именно Камека и должна была превратить Кыргызстан во вторую Швейцарию. Золото швейцарцев лежит в банках, а наше золото в горах. Но с помощью Камека мы переложим его в наши банки. Глава государства лично подписывает соглашение с канадцами, и в 1994 году начинается история проекта «Кумтор». Первое соглашение предусматривало 67% Кыргызстану, остальное – канадцам. Граждане Кыргызстана ликовали. И никто тогда не спросил, что такое проценты от прибыли. То ли чиновники, занимавшиеся этим вопросом, были глупы, то ли специально закрыли на это глаза. Но этот момент стал главным в так называемой афере века. Прибыль у канадцев, которую они показывали на бумагах, оказывалась нулевой. Более того, они были в минусе. Сначала стоимость завода по добыче золота превысил первоначальную смету почти в 2 раза. Вместо 275 миллионов долларов оказалось 450 миллионов. А затем была создана Центера, в которую, благодаря Танаеву, и вошла Кыргызская республика вместе со своим проектом Кумтор. Мало того, что автоматически Кыргызстан лишился большей части своих акций, 67 до 16, республика продолжала считаться с маленькой прибылью канадцев. Ведь теперь все деньги от золота на Кумторе уходили на покрытие расходов Центеры, а у последней по всему миру находились разного рода месторождения, разработка которых приносила почему-то одни лишь убытки. Произвели продукцию на 5 миллиардов долларов, да, за 14 лет, да, а выплатили в бюджет, где-то около 500 миллионов долларов. Вот я посчитал, где-то 9,5% выплатили. Намеренно или нет завышались расходы в Центере, доказать очень трудно. Но странные и порой совсем нелогичные для экономистов факты неоспоримы. Если посчитать затраты канадцев на добычу 1 грамма золота на Кумторе, проект получается совсем невыгодным. То есть во всем мире, если на грамм золота добываемого расходы составляют порядка около $20, у нас почему-то составляет 50. Но это же просто логике не поддается, правильно? Почему во всем мире в 2 раза дешевле добывается, чем у нас? Хотя там такие же сложные условия. Например, в Африке есть шахты, где до 2 километров спускаются люди для того, чтобы добывать золото. Вы представляете, какие расходы там? Но в 2005-м свергнут акаевский режим, и бакиевская власть начинает долгие, судя по всему, мучительные переговоры с канадцами о возвращении собственной доли в акциях. И в 2009-м парламент ратифицирует новое соглашение, по которому у Кыргызстана 33% акций в Центерии. Телевизионные выпуски новостей рассказывают об этом, как о величайшем достижении тогдашней власти. Пришла новая власть, пришло Бакеев. Все сейчас поменяется. Можно было сказать, что Акаев был жуликом, подписал и т.д. и т.п. Можно было прикрыть этот проект, объявить новый тендер, пригласить на другую компанию, определить, увеличить нашу долю, чтобы наша доля была более весомая, понимаете? Этого не произошло. Ни одно уголовное дело, возбужденное против Акаева и его приближенных, не было доведено до своего логического завершения. Все это быстренько превратилось в огромный процесс перераспределения собственности в пользу Бакиевых. Народ это понял. И случилась вторая революция. Проворовавшаяся власть была свержена ценой целой сотни жизней. Страна уже, казалось, не представляла себе руководителей, способных плюнуть на такую цену власти и превратиться в новых драконов. И действительно, возбуждаются уголовные дела против бежавших из страны личностей. В Генпрокуратуре начинают интересоваться Кумтором, в частности, соглашениями с канадцами, которые явно не преследуют интересов государства. Я материал подготовил полностью материал подготовил с проектом постановления о возбуждении уголовного дела, передал материалы генеральному прокурору. Генеральный прокурор в силу того, что, как вы
По политическим мотивам, мое такое предположение, с высшим руководством страны пошел, побеседовал, и на этом ни постановление о возбуждении уголовного дела, ни материалы уголовного дела такие мне не вернулись. А сам Канат Аманкулов был уволен. Но вот начинаются новые переговоры с Центеррой. Этому, правда, предшествовал крупный митинг в Джитиобузи. В конце мая 2013-го тысячи демонстрантов захватили электроподстанцию, питающую завод Кумтора, и прервали подачу электроэнергии на объект. Требованием была национализация золоторудного месторождения. И вот новая власть объявляет о своем достижении. Завершены переговоры с Центеррой. Подписан меморандум о создании совместного предприятия с долевым участием 50/50. Словосочетание «долевое участие», смущающее народ, сами канадцы объясняют так. За все предыдущие годы инвестор вложил много средств в развитие компании, поэтому капитальные затраты в ближайшее время не потребуются. Наступил тот период, когда вложения не нужны, а компания только приносит доход. Но если опираться на опыт прошлых лет, прозрачность бухгалтерии на Кумторе пока под большим вопросом. И рассчитывать на то, что бюджет будет получать настоящую половину, а не нарисованную на бумажке заинтересованными лицами, несколько наивно, если не глупо. Так рассуждают эксперты. Если будет бесконтрольная деятельность Кумтор Оперейтинг Компани, будет еще хуже. Кумтор Оперейтинг Компани не останавливается, он же еще и кредиты берет. А если эти кредиты же надо кому-то потом выплачивать, а кто будет выплачивать? СП будет выплачивать. Еще Максат Мамытканов говорит, что шоу с Госкомиссией по Кумтору с ультиматумами аннулировать соглашение в одностороннем порядке с долгими переговорами было устроено властью по двум причинам. Для того, чтобы создать видимость работы и, во-вторых, чтобы напугать канадцев. Но это они просто между собой очень сильно договаривались. Правительство с Центеррой. Потому что там за один день же тоже не придумаешь схему. Там же все хотят быть при доле. Надо же сразу договориться, куда, чего, чьи фирмы будут там в этом проекте участвовать в дальнейшем, кто будет что поставлять, кто что будет отмывать. Это большой бизнес. Каждое движение там стоит денег. Оппозиция недовольна результатами переговоров и намерена добиваться отмены нового меморандума. Как, пока неизвестно. Один из якобы планов дискредитации Кумтора и нынешней власти раскрыл еще на прошлой неделе некий Эрлан Омуралиев. На видео, записанном спецслужбами, молодой человек делает вид, что раскрывает возможное будущее, подготовленное оппозицией. Кстати, сам он член ее рядов, но уверяет, что не предатель, а просто за державу обидно. Заранее выловленной рыбе ведут инъекцию химиката, в составе которого будет цианид, после чего рыбу обратно отпустят в реку. Есть один химик, который приготовил специальный порошок. Его высыпят в реку Нарын. Именно в это время в Нарыне будет проводиться конкурс рыболовов, приуроченный к 145-летию города и 85-летию области. У одного из рыбаков случайно появляется портативная видеокамера, и он фиксирует все это. В этой связи об этом сообщат всем службам. После этого не только активная молодежь восстанет, даже пенсионеры поднимутся с постели. По своей эффективности с точки зрения оппозиционных лиц этот проект самый грандиозный. Общественный первый канал Кыргызстана поспешил обвинить этого Омуралиева в родственных связях с оппозиционером Аликбеком Джекшенкуловым. Политик заявил о ложности таких сообщений. Самого же Омуралиева Джекшенкулов назвал заблудившимся юношей, который при встрече с ним всегда просил денег. Тему Кумтора мы продолжаем обсуждать в студии. Сегодня у нас в гостях противник создания совместного предприятия с канадцами на условиях 50/50, оппозиционер Аликбек Джекшенкулов. Аликбек Джекшенкулович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вы уже заявляли о том, что даже 50/50 соглашение должно быть пересмотрено или вообще отменено. Почему? По сравнению с тем, что мы имели до этого, это уже какая-то подвижка, обещают увеличить объемы добычи золота и так далее. Нас разводят, да? За наши деньги покупают наших чиновников. А в итоге проигрывает народ. Правительство поднимает знамя о том, что соглашение практически идеальное.
полностью в интересах Но вы знаете, Кыргызстана. когда люди имеют, политики имеют свой личный интерес, они всегда пытаются убедить народ, что это самое лучшее соглашение. Какими путями вы собираетесь добиваться отмены вот этого меморандума, ну и в будущем соглашения по пункту 50 на 50? Ну, знаете, есть, все пути должны быть законными, чтобы полностью перешло в государственное управление и нанять экспатов, вот иностранных высококвалифицированных инженеров, которые не за 3 миллиона, как сейчас получает руководство Хумтора, да, долларов в год. Представляете, это огромные деньги. А за миллион, допустим, в 3 раза меньше. Мы не случайно спросили, каким путем вы будете добиваться отмены соглашения, потому что вот эта вот история с UP-гейтом достаточно напугала общественность. И, кстати, как проходит расследование нового уголовного дела о попытке госпереворота через отравление реки? А уголовного дела нету, потому что фактов нету, доказательств нету, аргументов нету. Это был черный пиар с целью отвлечь население, что нынешняя власть не может государственные проблемы решить. Такое заявление могут сфабриковать в отношении любого политика или лично вас. У вас есть завистники, у вас есть враги, да? И если их заявление не проверив, и 3 дня крутить по государственным телеканалам, это же, вы сами понимаете, это преступление против общества. Это нагнетание страха, нагнетание психоза в обществе. Ну что ж, спасибо за содержательные ответы, а мы вернемся в нашу студию уже через минуту. Сколько бы ни проводились рейды сотрудниками ГАИ, беспредельщиков на дорогах Бишкека меньше не становится. Так это и понятно. Разве те, кто по-хамски водят автомобили, боятся инспекторов? Они и манеры езды, и всем своим видом показывают, что страж порядка им не указ. А все почему? Потому что в МВД, похоже, появилось новое звание «Байке». Причем, судя по способности решить практически любую проблему и страху, который буквально парализует постовых, чин «Байке» никак не меньше генеральского. Очередная такая история едва не закончилась плачевно для бесстрашного инспектора. Он не побоялся грозного Мелиса Байке, за что едва не был уволен. И если бы не общественность и резонанс вокруг вопиющего происшествия, быть сейчас блюстителю дорожного порядка безработным. Видео одной из автогонщиц появилось в интернет-сети на прошлой неделе, хотя происходила захватывающая сцена погони за обезумевшим внедорожником еще в июле. Lexus RX 300 ехал по оживленной улице так, словно не для его хозяина написан свод правил дорожного движения. Требование остановиться водитель автомобиля проигнорировал не единожды. И каким-то чудом сам гоночный болид и невольные участники ралли оставались целы. Между тем, проблем с ДПС и нарушителями всех мастей хоть отбавляй и у наших соседей. Любители езды не по правилам стараются заранее обезопасить себя от посягательств, причем законных, со стороны патрульных. И здесь, как говорится, голь на выдумку хитра. Среди ксив-вездеходов находятся весьма креативные изделия. Например, Комитет России по борьбе с внеземными цивилизациями. И срабатывало. У нас же в Кыргызстане все проще. Менталитет такой. Родственников иногда больше, чем хотелось бы. Но зачастую такой расклад очень даже выручает при возникновении проблем. После того, как сотрудники ДПС догнали Lexus, девушка, управлявшая им, заявила: Хорошо позвонить. Надо было починить. Я на работе нахожусь. Вы не имеете права меня задерживать. Понятно? Я нахожусь на рабочем месте. До свидания. Я вас сниму. 231? Да. Саранчева возьмете снимки, хорошо? Имя министра внутренних дел Кыргызстана не возымело должного эффекта, который мог бы случиться в понимании нарушительницы. В ход пошел другой козырь – загадочный Мелис Байке. Езжайте давайте, пока Мелис Байке сейчас не позвонила. Дай сюда номер. Номер сюда дай, говорю. Казалось бы, многочисленные нарушения правил вождения налицо. Инспектор справедливо снимает номерные знаки с автомобиля. Да, так должно быть. На деле, после ряда звонков прапорщику ДПС от некоторых Байке, номера пришлось вернуть. Это результат долгого периода такого коррупционного мышления. Да? У нас уже у всех, в том числе и у простых граждан, и у сотрудников, уже сформировалось такое коррупционное мышление. Да? В
парламенте также возмущены безнаказанностью нарушителей дорожного порядка. Выход лишь один – реформировать коррупционную до нельзя и построенную на кумовстве и связях систему внутренних дел. Не хотелось бы защищать ни сотрудников ДПС, ни руководства. И вообще я бы не хотел бы вообще защищать вообще систему правоохранительных органов. Почему? Потому что она нуждается в срочной реформе. Необходима срочная реформа. Вот пока мы кардинально не реформируем эту систему, я думаю, что такие случаи будут продолжаться. Абдулда Суранчиев и Мелис Турганбаев заверили общественность, что не имеют никакого отношения к девушке на видео. Дама оказалась работницей одного из столичных банков. Зовут ее Назик Чодронова. Наказание, догнавшее нарушительницу спустя 2 месяца после ЧП, всего-то 1000 сомов. А вот прапорщику, посмевшему снять номера с машины знакомой могучих Байке из МВД, объявлено о неполном служебном соответствии. Вопрос: кто после такой благодарности начальства станет работать по закону? А значит, всем крутым и чуть меньше подкрученным закон по-прежнему не указ. Это была еженедельная программа «Перезагрузка». Помните, как сказал английский писатель Джордж Оруэлл: профессиональный спор – это война без стрельбы. Желаем вам без нее самой обходиться. Увидимся через неделю. Всего доброго.